Всем привет, с вами я, Вела Валера. В этой серии мы отправляемся на восток Татарстана. Вас ждут мои знакомые и самая вкуснейшая шаурма в Татарстане. Наполняйте ваш бокал чаем, не забывайте подписаться и жду ваших комментариев. Поехали! Вот речной порт находится. Прям к нему спускаюсь. Ух, хорошо, отдувает пока что. Между булок. Сейчас будем покупать шаурму для теста. Челнинская шаурма вкусная. Да нет, не челнинская. Не челнинская? Хотя фиг знает. Между булок. Чисто татарская тема, это вот это, знаешь, с уткой. Вот ты когда-нибудь пробовал треугольники с уткой или балиш с уткой? Вот. Гренада. Вот здесь, по-моему, тоже шаурму продают. Парк целый, так и называется, скорее всего. Вот тут тоже сделали трамплины, все вот это то, что за 100 миллионов в Нижнекамске. Не знаю, сколько здесь потратили. Привет, Артем, как дела? Все отлично. Как челны? Челны. Скучно, в Казани лучше. Это да, местами есть такое. Вот путешествуем как можем, пытаемся. Можете обзор на мой велик снять. О, GT-шка, слушай. Шимано, что тут, Турней, начальный переключатель. Достаточно тяжелый, но мощный, да? Он мощный. Тут вот везде стройка. Даже в комплексе делаются пешеходные вот эти вот моменты. Надо же. Как дела? Не ожидал тебя увидеть. Здорово. Тебе тоже. О, отлично, вот такой чай пьем. Сейчас мне Джалиль будет прижигать все мои вавки. Спасибо, Джалил. Прожигает? Да. Все, заебись. Челны проехал. Здравствуй, Большое кольцо Закамья. Еду в Казань. Так, Большая Шильна. Это, кстати, и поселок получается. Река Шильна здесь. А мы уходим на Эльбухтино. Да, дорога тут узковатая. Да, вот она Шильна. Речка. И подъем. Шильнинский. Так, Эльбухтино находится в 6 километрах от Челнов. Известно 1656 года как Макарьево. Население 346 человек. Вот поля тоже у них есть свои. Эй, мы снова на трассе.
Населенный пункт Калмия в Тукаевском районе, центр сельского поселения, 16 километров от Челнов на границе с Мензелинским районом, на реке Игат. А вот местная мечеть, деревянная, не знаю, 802-го, не 802-го, но явно не там не 90-х, 2000-х, чуть постарше, да. Биюрган. Вот это вот заключительные поселки, получается, тоже Тукайского района, они к Каме уходят. Да, на выезде из Челнов дорога была достаточно узкой, обочина скользкой. В один момент я чуть было даже не упал. Однако при приближении к Мензелинскому району машин стало меньше, кругом красивые пейзажи и ехать стало комфортнее. Единственное, о чем я жалел в этот день, то что не смог добраться к Каме, она была по левую руку. Мест я там особо не знал, поэтому проехал мимо. Если кто-то что-то знает о Каме в Тукаевском районе, можете написать в комментариях. Дальше вас ждет город Мензелинск и точка с вкуснейшей шаурмой в Татарстане. Погнали! Похоже, Тукаевский район заканчивается. Такую стелу я уже вчера видел на въезде в него. Мензелинский. Полтора километра направо. До М7 тоже недалеко. Получается тоже направо 16 километров. До Мензелинка 15. Мензелинск. Красивые места. Тут Красный Бор уже недалеко, на той стороне. Виды прекрасные, как будто горы там. Ну там действительно Сарапульская возвышенность, все дела. А у меня сейчас спуск будет сильный, похоже. Вот под Мензелинском есть свое озерцо такое, типа каракуля, ну понятно, это запруда. Народ рыбачит, купается, даже вон подходы сделаны, облагорожено. Сейчас поднимусь и там уже спуск до Мензелинска. Мензелинск 6 километров. Тут каждый километр что-то как-то с трудом дается. Подъемы закончились. Ветрено. Ну, наконец катка пошла, хоть спуск, а то тяжело было все время. Последний участок километров 10. Я так устал. Да, все, вот уже въезжаю, километра полтора осталось до Мензелинска. О, Мензелинская вода, да, известная. 1781 год. Природный парк имени Ленина. Можно гулять. Да, отлично. Так что Мензелинск уделяет своей экологии, чистотой в первую очередь. Вот здесь вот экологическая тропа, все прочерчено, отмечено, и спуск вот к воде, там красивый панорамный вид, сейчас посмотрим.
сетка, все дела. Вот что-то еще делают, засыпают, я вижу. А вот мы попадаем в парк имени Мусы Джалиля. Тут поющие фонтаны, похоже, есть. Да, поющие фонтаны. Такая самая. Купец. Ресторан, что ли? Ну, скаты везде есть. Николаевский кафедральный собор. Ничего себе. Серьезно. Закрыто. Вход такой классический, колонны неоклассические. И вот изображение. Не знаю какого года, но такое строилось где-то 1830-е, 40-е. То, что он кафедральный, это говорит о том, что он в своем регионе, может быть в Восточном Татарстане, является главным. Вот шаурму пробую. Очень вкусно здесь. Прям куски шашлыка добавлять вместо мяса. Советую, будет приезжать напротив церкви. Вот Данилян, по-моему, называется. Фастфуд. И у них тут свой лимонад есть. В заведении Данилян меня угостили вкусным лимонадом, морсом. Как это назвать? Чай холодный. Смотрите, сколько дали разных вкусов. Это вот зеленый апельсин. Буду ехать вообще сегодня. Круто. Ананас. Вот это да. Такого нигде я не пробовал. Каркаде с ягодами. Сейчас еще проеду чуть-чуть. Мост Екатерины где-то вот здесь посмотреть. Километры отсюда. И подниматься буду на выезд. Точнее на М7. Все. Местная мечеть отдельного внимания стоит. Видно, что здание старинной постройки. Такой старый татарский стиль. Круглые окна. Минарет достаточно высокий. Ну, это понятно, что его не покрыли позолотой не так давно. Вот. Супер. Поверните направо. Население здесь интернациональное. Это чувствуется. Много армян. Это я уже заметил. Они прям здесь бизнесом занимаются, торгуют, делают что-то. Русские есть, башкиры, естественно. Ну и татары. Ощущается по-другому, в общем-то, Мензелинск уже. Набережная реки Мензелинки. Оп. Люди купаются. Все. Небольшой пляж и мост. Так, набережная реки Мензелинки. Здесь вот в 2018 году за счет средств федерального бюджета, победив в конкурсе, облагородили вот эти места. Теперь можно на ту сторону Мензелинки легко пройти. И мост называется Екатерининский.
это вот место непосредственно называется Екатерининский мост, как я понимаю. Тут железная дорога, типа. Страшновато. Вот он, Мензелинск. Как красив он. И я вышел на трассу М7. Здесь обочина поуже. Это страшно. С фурами особенно. Но сейчас поднимемся, может быть, немножко по-другому будет. Автонырский район. Самый восточный район Республики Татарстан. Красота. Ох, красота. Надо сфоткать. Что интересно, в Автонырском районе посадки березки. Ну и тоже кругом поля. Все, иду вверх, ничего не видно. Да, ночь, конечно. Страшно, но что поделаешь. Вот, кстати, рабочая заправка от нефти. Так я еще не ездил.